Совсем скоро в Абхазии начнется сбор цитрусовых, и уже есть прогнозы. В этом году ожидается урожай в 35 тысяч тонн. На российско-абхазской границе мандариновый сезон уже начался. На сегодняшний день экспортировано 1500 тонн цитрусовых, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2 раза. То, что мы по сравнению с прошлым годом и позапрошлым годом в этом году на 500-600 тонн больше уже провезли границу, это результат того, что все-таки наши крестьяне больше стараются приобретать саженцы ранее спелых сортов. Ну, они практически легче собирать, они небольшого роста, и потом они дают урожай более на месяц, на дней 20-25 раньше, и когда цена лучше. И поэтому вот мы в программу включаем эти виды именно этих сортов, потому как востребованы нашими крестьянами. Я думаю, что за 4 года результаты вот и нашей поддержки, и самих крестьян, что сами тоже приобретают более ранние сорта. Вот результат того, что намного больше, чем в прошлом, позапрошлом году, и эта тенденция будет увеличиваться. Ну, крестьяне всегда делают то, что дает им больше выгоды, и поэтому учить их в этом не нужно. Они сами разбираются прекрасно. В Ачамчирском районе в этом году ожидается в 2 раза меньше мандаринов, чем в прошлом году. За 2024 год по всему району было собрано более 5000 тонн мандаринов, а сейчас прогнозируют 2500 тонн мандаринов. В связи с тем, что в этом году во время цветения мандаринов весна была очень холодной, урожай будет намного меньше. Мы смогли обеспечить препаратами всех наших жителей, тех, кто занимается цитрусоводством и вообще всеми видами сельхозкультуры. Это химикаты, которые были приобретены из средств бюджета республиканского. То, что международные организации нам помогли, и наши коллеги с Министерства сельского хозяйства. Так что количество и объемы этих препаратов у нас достаточно. И сегодня находится на хранении, в случае чего, чтобы можно было применить. Проблем с экспортом цитрусовых и осенних фруктов на границе нет. Президент страны Бадра Гунба поручил оказать максимальное содействие крестьянам в реализации сельхозпродуктов. На границе практически и с российской стороны оказали помощь, оказывают. Это результат встречи наших специалистов, пограничников, таможенных служб и других, кто заинтересован и в перевозке этой продукции. Вместе со своими коллегами из России имели встречу, и все эти процессы и процедуры там выработали. То есть единственное, мы ежегодно заявляем цену продукции для того, чтобы исчислять все эти платежи, из какой суммы. Мы всегда стараемся все затраты указать и с 20% надбавки, то есть прибыли указываем. В этом году это исходит из 45 рублей. То есть мы предлагали российским коллегам исходить из 45 рублей, чтобы 10% составляло 4 рубля 50 копеек. Но исходя из того, что в России все-таки они исходят из рыночной цены, начали исчислять из 83 рублей. Потому как есть реализации мандарины и по 300 рублей, по 150 рублей. Но тем не менее наши коллеги связались, все-таки они со вчерашнего дня, насколько я знаю, уже с 62 рублей. То есть из 83 до 6,20 это уже НДС составляет. Остальные все платежи, все вместе взятое, услуги брокерских контор, услуги участников внешнеэкономической деятельности, которые обеспечивают перевозку, составление документов. Это вот был не выше того поручения, которое было на совещании оглашено президентом республики. Как раз этому и придерживаться.